Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырвыгательне булдар радиотлегене мәрзем перин таван Осхагал ярым малалахты зылать паян и берче важи историнчи терле булыма узюмлада себе малалада эшли брага. Перин батрахана раба ян Александр Алексеевич без историю слыхисень кандидачи чеваш пачала гуманитария слыхисень институчень наука эшченя. Паян и бир педия кыткас ыйдава сюция выбор каларым выросла булям перин бе прилебул максире ихрават бар. Александр Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. У нас сегодня такая достаточно сложная тема, очень мифологизированная, наверное, в чувашской словесности, потому что я помню огромное количество текстов, посвященных Степану Разину, как это все было и так далее, и так далее. Это и исторические предания, это и различные стихотворные формы. То есть как вообще восстание Степана Разина отразилось на чувашском народе и почему наш народ, который совсем недавно собрался, как-то сконсолидировался, активно в эту тему вступил. Спасибо. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно представить себе историческую обстановку. Это середина второй половины 17 века. Казалось бы, завершилась смута, завершились ее последствия. Русское государство, восстановились разрушенные после смуты города и так далее. Но, тем не менее, тогда в России господствовал феодальный строй, крепостное право, которое порождало ряд противоречий среди русского общества. То же самое касалось и чувашей. Дело в том, что развивалось сотрудничество чувашей с русско-чувашской, я выступал с докладом о русско-чувашской торговле. И показал, что торговать чувашскими крестьянами с русскими ремесленниками было достаточно выгодно. Тем не менее, определенные противоречия существовали. Это прежде всего произвол назначенных чиновников, произвол администрации, частая мобилизация чувашей на строительство засечек черт и так далее. И эти противоречия, они прорвали себя, благодаря во многому восстанию Степана Разина. Как известно, Степан Разин это был достаточно состоятельный, достаточно авторитетный, как сейчас можно выражаться, донской казак. Он объединил вокруг себя, ряд отверженных, которые бежали от феодального угнетения и так далее, и объявил, что он выступает за Бога и государя. То есть он не отрицал наличие в России монархического строя, объявлял о своей поддержке царю Алексею Михайловичу, он говорил, что он выступает против бояр. И в 1670 году он выступил из Кагальницкого городка, из своей резиденции на Дону, перешел на Волгу, взял Царицын, Камышин, и потом в мае 1670 года захватил Астрахань. Потом его отряды стали подниматься вверх по Волге, без особого сопротивления захватили ряд городов, Саратов и так далее. Почему? Потому что поддерживал прежде всего население, которое служило, посадское население, которое было согласно с его идеями. Казалось бы, выступать против плохих бояр, которые гнетают народ, но за хорошего царя, это для русского менталитета тогда было приемлемо. И к началу сентября 1670 года подошел к Симбирску. Симбирск это был центр, на юго-востоке Поволжья, один из центров колонизации этого края. Была достаточно сильная крепость, войско Степана Разина взяло Посаду, тем не менее, стрелецкий гарнизон с царскими войсками, со стрельцами засели в Симбирском крыле. Началась длительная осада. То есть резиденция Степана Разина находилась в Симбирске. И не ограничиваясь только осадой Симбирска, Степан Разин посылал свои отряды во все поволжские города. То есть один из этих отрядов под предводительством Максима Осипова, он пошел по Симбирско-Косунской засядчей черте, добрался до Алатыря, его поддержала Мордва, поддержали чуваши и так далее, поддержали крестьяне. Отряд был достаточно сильный, он осадил Алатырь. Алатырь был взят, тоже гарнизон достаточно упорно оборонялся. Служилые люди заперлись в Кремле, но Кремль был подожжен, в результате погиб воевода, погиб его помощник Подьячий, и Алатырь был взят. Вторым направлением стал восток Чувашии, куда в начале сентября также вторглись, разинские отряды. И в начале сентября сохранился известный документ, он широко известен, это призыв Степана Разина к чувашам, к Мордве, к русским жителям Цивильского уезда. Он говорил, что он пришел их поддержать за Бога и государя и так далее, призывал арестовывать воеводских агентов, не подчиняться воеводской администрации. Именно приход разинцев, он и вызвал восстание. Дальше как развивались события? Дальше под
скажем так, под отряд, под Сибирск подошла достаточно сильная царская армия во главе с опытным воеводом Афанасием Борятинским. Состоялась 1 октября 1670 года состоялась очень тяжелая битва, она длилась с переменным успехом. То разницы теснили, скажем так, правительственные войска, то правительственные войска теснили с разницев. И в самый разгар боя Степан Разин, который лично участвовал в сражении, был тяжело ранен. Ему, значит, ранили ногу, он упал с коня, его ударили саблей по голове, и сразу среди восставших началась паника. Так себе восставшие сумели, скажем так, дотащить Степана Разина до лодок, которые находились на берегу Волги, и, скажем так, наладить отступление вниз по Волге. Тем не менее, восставшие были разбиты, Сибирск был деблокирован и так далее. Поэтому, как такового, Степана Разина на территории Чувашии не было. И то, что называется восстание Степана Разина на территории под предводительством Степана Разина на территории Чувашии, это легендарно. Там просто действовали его атаманы. Лица ему полномоченные. Но, тем не менее, вот именно в Чувашии, в Среднем Поволжье, восстание приняло наиболее ожесточенный характер. Начнем с Цивильска. Восставшие осадили Цивильск. Тут были и чуваши и так далее. Очень упорно они оборонялись. Разинцы несколько раз штурмовали город, не смогли его взять. И только в конце октября отряд другого царского воевода, не Афанасия Борятинского, а его родственника, из того же рода Борятинских, он происходил, Данила Никитича Борятинского, освободил, скажем так, деблокировал Цивильск. А царские войска пробились с отрядами под Цивильск, освободили его, но тоже развернулось восстание под Космодемьянском, где также там уже была более серьезная поддержка со стороны русского населения восставших, и поэтому восставшие взяли Космодемьянск. Борятинский также ушел туда, тут в Цивильске снова вспыхнуло восстание, и вот всю зиму 1670-1671 годов на территории Чувашии, скажем так, бушевало восстание. Но дело еще чем обусловилось. Дело в том, что если, скажем, в начале, то есть в 16 веке, когда строились города, все города в Чувашии, они представляли собой достаточно сильные крепости, то уже к началу 17, то уже во второй половине 17 века эти города свое военное значение потеряли. То есть укрепления разрушались, но их никто не строил, не было необходимости, жизнь была мирная. И еще ряд, скажем, чебоксарских, цивильских и ядринских стрельцов он регулярно отправлялся служить в понизовые города, в Саратов, там, в Царицын, Туж, Астрахань, которые были расположены внизу по Волге. Поэтому гарнизоны были слабые. И вот когда восставшие подошли к Ядрину, посадские люди без боя открыли ворота. Потом, когда уже восставшие ушли, в Ядрин туда пришли царские отряды под предводительством воеводы Бобровича. Ядринцы, естественно, подали челобитную. Они говорили, что так и так, оборониться нам было нечем. А что нам оставалось делать? Там всего стрельцов-то 15 человек было. Мы и сдались, а теперь снова к царю примкнули. И только в начале 1671 года, где-то в январе-феврале восстание было подавлено. Но есть очень интересный документ, это, скажем так, отписка. То есть не отписка, доезд командировочный отчет царского полковника Матвея Иосифовича Кравкова. Он там описывал, как он подавлял восстание в Цивильском уезде, там, где, значит, жители не оказывали сопротивления, их снова приводили к присяге и так далее, где было сопротивление царской войска, расправа была достаточно жесткая. Сжигали там и деревни, и это несмотря на зиму, и так далее. Взятые в плен повстанцы, их руководители, они подвергались казням. Потом это известный Байдулский. Он говорил, что он был полковником у восставших, на пытке, естественно, и участвовал в боях под Сибирском и так далее. То есть здесь восстание носило очень ожесточенный характер. И только уже к концу зимы 1671 года его удалось подавить. Как таковых массовых репрессий, которые, казалось, здесь бы не было, естественно, всех восставших привели к присяге, они покаялись и так далее, снова продолжили платить налоги. Надо сказать, что восстание, коснулось не всех чувашей. Часть поддерживала, часть нет. Это доказано документально. Кто-то не хотел участвовать в восстании. Когда приходили царские войска, они, естественно, сразу присягали, чтобы, скажем так, избежать наказания. Но так все это было усмирено. Так все эти противоречия, которые были в обществе, они порвались от этого толчка. Казалось бы, появился там носитель оппозиционной идеи, и сразу все это возникло. Под носителем оппозиционной идеи в данном случае я имею Степана Разина. Но еще раз говорю, что остались легенды.
об этом восстании в Чувашии, как у русских, так и у чувашей. Вот у русских, например, вот тот же Цивильск, вот была сильная осада, и сразу через несколько лет после подавления восстания возникла легенда, что якобы в день Тихвинской Божьей Матери, это 18 октября, когда повстанцы пошли на штурм, началась буря, там эта Тихвинская Богородица там ударила по этим восставшим, они началась смута, и они тут передрались, и цивиляне вышли из ворот и разогнали их. На самом деле это было, конечно, не так, но, тем не менее, легенда это как-то сразу всех охватила. И благодарность за эту вот поддержку Тихвинской Богородицы к 1675 году, то есть спустя несколько лет, может быть, даже чуть раньше, там разные даты есть, цивиляне возвели за счет богатых жителей, возвели вот известный Тихвинский Богородицкий монастырь. То же самое вот касается Степана Разина. Я еще раз говорю, Степан Разин на территории вот нынешней Чувашии, он никогда не был, он к тому времени уже был, как говорится, в тяжелом состоянии. Вот. Но, тем не менее, вот легенда о нем также распространилась среди чувашей, возникло предание. Но они все опубликованы Василием Дмитриевичем, часть как там скажут, где-то он выступает как плохой человек, где-то выступает как хороший человек, но по-разному. Но вот так вот это восстание породило много легенд. Ну, на самом деле, в текстах действительно там встречаются разные, иногда даже Разин Патша кильнететь говорят. Ну, как будто бы пришел царь Разин. Вот так вот даже есть упоминание. Так народ воспринимал события, они быстро в народном сознании, тем более в том народном сознании, они преобразовывались в легенды. Если руководит войском, значит царь, это батыр и так далее. Ну, на самом деле очень интересно, если, собственно, сам Разин сюда не пришел, как так получилось, что люди, которые здесь живут, это, получается, крестьянское население в основном, не только в основном, каким образом среди них разинские идеи распространились, учитывая, что это до них даже не дошло? Ну, до них-то, может быть, я говорю, прокламации распространялись, но дело-то не только Разине. Дело было в той идее, идея борьбы с справедливостью, которую многие поддержали. Да, они были согласны, это было действительно так, что было много несправедливости, был произвол со стороны воевод. Это никто это не скрывает, и они действительно притесняли население, и помещики притесняли население. Поэтому вышла вот эта идея о справедливости. И вот как это казалось. Вот сейчас побьем мирские кровопийцы, как это назвал Разин. И все будет нормально. Для средневекового, для человека того времени это было как бы естественно. Поэтому дело не в Разине, а дело в тех идеях, которые он провозглашал. Ну, хорошо, вот восстание было подавлено. Все сторонники были либо явились повинны, либо приняли присягу, либо были казнены. Но, собственно говоря, само это восстание к чему в Чувашском крае привело? Были ли какие-нибудь полезные результаты для местного населения от этого восстания, собственно, самого? Ну, полезные результаты были, конечно, потому что правительство стало достаточно жестко следить за воеводу. Вот я сам говорю, я сейчас вышел с памятника по истории чувашского народа, документы я приказ СБ. Вот там, например, чуваши жаловались, приказ Казанского, сказал, так и так, вот воеводу посылают там своих людей, они нас притесняют. Тут же идет грамота воеводу, что весь этот произвол пресечь. Все. То есть правительство, да, действительно принимало меры. И вот, например, в Казани казанский воевода Голицын, он вообще запретил там чиной, этим самым приказным лицам, подьячим и так далее, выезжать для сбора налогов. Сами чуваши, по договору, естественно, должны были, сколько положено, привозить ясак, натуральные денежные налоги в Казань. Там отчитывались. То есть это сыграло, да, какую-то роль это сыграло определенную. Ну, здорово, что это привело к какой-то определенной централизации, немножечко улучшило, состояние жизни, наверное, саму жизнь местного населения. Ну, жизнь она как была, так и осталась, но я говорю, правительство просто усилило контроль за воеводами, и Василий Дмитриевич писал об этом, и документы это подтверждают. Всегда такие события, они дают какие-то последствия. Очень интересно, что подобное явление, как восстание Степана Разина, действительно в народной словесности, в народной традиции, оно приобрело совсем другие формы. Хотелось бы немножечко и об этом поговорить. Почему образ какого-то определенного человека людьми того времени, и не только тогда, ведь это и потом случалось, например, того же Никольского или тех же купцов Ефремовых, например, возводили чуть ли не на уровень маленьких божеств каких-то, духов и так далее. Почему это происходило в то время? Почему человека так могли боготворить в народе, и с чем это может быть связано? Потому что, я еще раз говорю, тут надо вспомнить менталитет человека того времени. Когда сильный человек, успешный человек, он оценивался положительно. Потому что считали, что, скажем так, сильному человеку, который тем более делает какие-то справедливые жесты, нужно подчиниться, оказать ему поддержку. Вот поэтому, скажем так, этот образ
образ Степана Разина. Ну, доходили, что там был какой Степан Разин, кстати. Ну, может быть, некоторые чуваши, которые... Есть версия, что чуваши приходили в войска Разина Сибирска, они непосредственно его видели и так далее. Вот. Образ этот распространялся, распространялись слухи. Так же, как и про Ивана Грозного, например. Вот он казнил бояр, там, кровопивцев и так далее. Это распространялось. Ведь Иван Грозный был один из самых легендарных русских царей. Один из самых легендарных. Мало кто вот в русском фольклоре, в русском народном сознании ставил такой след, как Иван Грозный. А все почему? Потому что он, казалось бы, подавлял несправедливость со стороны своих холопов. Добрый царь, плохие бояре. Это всегда так было. Это и среди чувашей это было распространено и так далее. Вот Степан Разин, как борец, скажем так, с несправедливостью, с справедливыми холопами. Но справедливого царя он остался в народной памяти. Ну, мне хтусем пирень пиде кыске гына тахтав думалый выход щидрич, а он бада шандалак побалашных ищен, тогда каштах подем люди земдунах ищены, берсерембе каларма маллах тазабарха. Таван осхагал. Таван осхагал. Мне хтусем берсерембе малалах каят, пермен жендезесень пирень паян каларма хаврах пледерах, а ведь пидё кыткысы и дуба. И бербан Степан Разин бирки калажат пермен жендезесень ку тапхыр пирень халах самахлы хинче пызык вырын ежинать. Ужимлатса Бараганевара Александр Алексеевич Чибис, перен историю слыхизен кандидат, гуманитарию слыхизен институте наука эщеня. И берзерембе хальпах садухры. Мэр еплерех вел адалан забыны, шак ларудуру еплерех перенхала хунда корзегайна, тогда тыди. Александр Алексеевич, вот такой вопрос. Мы понимаем, как это отразилось на чувашском народе сейчас, но в Поволжье живет много других различных народов, и финно-угорских, и тюркских. Восстание Степана Разина все ли народы поддержали одинаково, или некоторые в этом вопросе были прям такие ярые сторонники? Ну, как сказать, восстание Степана Разина затронуло все народы, по крайней мере, на тех территориях, где оно происходило. То есть, начиная с Дона... Да, затронул. Но, естественно, только часть русского населения, где бы то ни было, оно поддерживало это восстание. А и остальные многие продолжали оставаться в основном нейтральными. Ну, также уже много писали, что поддерживали марийцы и так далее, все это было. Но все это было по тем же причинам, как и у чувашей. Потому что, допустим, те же марийцы, которых тогда называли черемисами, они по своему социальному статусу от чувашей ничем не отличались. Это были такие же подданные русского государя, они также платили на ясак, также ими управляли русские воеводы и так далее. Но известно, что даже поддержали Степана Разина некоторые служилые татары. Это было, но в то же время другая часть служилых татар, она весьма упорно сражалась в составе царских войск против Степана Разина. То есть везде такой полной поддержки на 100% не было. Но в основном представители всех народов, они, скажем так, участвовали в движении Степана Разина в тех местах, где он был. Например, в Казани сразу после восстания Степана Разина в начале 1670-х годов воевода Голицын сразу изменил уплату налогов. Он вообще запретил русским сборщикам выезжать в чувашские, в марийские селения. Представители чувашского, марийского населения должны были сами доставлять ясак в Казань. Вот. То есть выбирались какие-то определенные люди? Которые... Да, совершенно верно. Там считали, если все сходится и сколько положено, значит, без претензий. Очень интересно в данном случае, как вели себя наши соседи. Татарский народ, который совсем недавно потерял тогда на тот момент свое государство, получается. Они это восстание буквально сразу поддержали, наверное? Или об этом нет данных? Как сказать? Оно восстание было везде синхронным. В тот период, когда оно процветало, когда действовали повстанческие отряды, естественно, какая-то поддержка была. Правительству удалось мобилизовать все свои силы. Из Москвы из центральных областей были переброшены достаточно сильные отряды. Был Белгородский полк очень сильный. Подавлением всего восстания руководил очень опытный воевода князь Юрий Алексеевич Долгоруков, который много воевал с поляками и так далее. Вот этот вот Матвей Кравков, которого я упомянул, он стал одним из первых русских генералов, потому что потом отличился в русско-турецкую войну почти Гирину в 1680 году. Мы сейчас поняли, как это все развивалось среди нашего народа в Поволжье. А если в целом вот так вот взять вот это восстание, по сравнению, например, с предыдущими, с прошедшими, по своим масштабам, оно было очень большим? Или считается, что оно такое, не самое сильное? Если брать Первую крестьянскую войну,
не представляет, что по своим масштабам оно было меньшим. Потому что тогда оно охватило центральную Россию и так далее. Здесь же восстание в основном оно было на окраинах, ну, скажем так, на периферии русского государства. Если, скажем так, в крестьянскую войну 1600, начала 17 века войска Болотникова в 1606 году подошли даже к Москве, осаждали ее, там ситуация для правительства Василия Шуйского была очень серьезной, то здесь, чтобы там повстанцы угрожали непосредственно Москве, этого не было. Но периферия, вот, окраинная периферия, прежде всего южная, западная, она была охвачена достаточно серьезно. Точнее, восточная периферия восстанием. Вообще, думаю, что все понятно на самом деле, как это все прекрасно и интересно отразилось здесь, в Поволжье, что это привело к определенным еще раз говорю, вот в результатам. Чувашии было один из эпицентров. Здесь было очень ожесточенное сопротивление, были осады городов и так далее. А с чем это связано? Почему ожесточенность именно этой ситуации, почему вообще само восстание очень сильно обострилось у нас? Потому что мы были самые вот тоже, даже в плане восстания, получается, окраины определенные. Но здесь, скажем так, свою роль сыграли, наверное, еще какие-то национальные противоречия, которые обострились. Дело в том, что, ну как сказать, чуваши коренные жители этой территории и так далее. То стало формироваться русское население. В основном эти взаимоотношения происходили мирно. То между русскими и чувашами был товарообмен. Обмен товарами, чуваши продавали русским зерно, русские там продавали ремесленные товары и так далее. Происходило, казалось бы, взаимной выгоды. Но, тем не менее, определенные противоречия не были. Чем они еще усугублялись? Скажем так, тогда была система целовальников. То есть посадские люди, представители посадского населения, торгово-ремесленного населения русских городов, они должны были исполнять определенные административные обязанности. Например, собирать налоги у чувашей. Но они выезжали также вот с приставами, с толмачами в эти самые чувашские селения, собирали налоги. И тоже некоторые были такие деятели, которые не гнушались погреть руки, что-то, скажем так, себе убрать, забрать больше, чем положено и так далее. Поэтому тут тоже вот сразу и в лице врагов оказались жители посадов. И вот именно поэтому, когда повстанцы поступали к городам, к тем же, например, Цивильску, если у посадских людей была возможность защищаться, обороняться от восставших, они, естественно, оборонялись. Хотя потому, что не хотели подвергнуться грабежу. Вы представляете, вот что тогда было, допустим, повстанцы входят в город, что сразу начинается? Сразу начинается добыча трофеев. Для того времени это было характерно. Вот поэтому еще все это было. Понятно. Ну, то есть, на самом деле, ошибки были допущены в большом количестве в плане налаживания контактов с местным населением. Ну, не то, что ошибки. Ошибки, они субъективны. Если когда допускает человек. Все это вырастало само собой из этих самых, из взаимоотношений. Есть единственная борьба противоположности. Где есть положительное, что-то проявляется в отрицательную сторону. И вот пришел такой момент, когда вот этот отрицательный фактор, он превысил положительный. Удивительно на самом деле, как это все происходило в те времена, и как много всего здесь, на наших вроде бы таких мирных территориях могло происходить. Ну, это было. Хорошо. Огромное вам спасибо, Александр Алексеевич. Спасибо вам, что не забывайте историю. Мне кажется, потрясающе, что мы и этот период охватили. В дальнейшем у нас еще множество различных восстаний, которые стоит обсудить, поэтому мы к этому еще вернемся. Первым патрахана радусом Александр Алексеевич Бесханарабульче, история слыхизень кандидаже, Чуваш пачал гуманитарий слыхизень институте наука ищения, Ильбербайн Зерембе, Степан Разин, Полгави Берги Галаш Рамарщак, Иглару Дуру, Пирень, Бурнышра, Пирень Республика Рай, Еблерех, Выран, Еженыня, Заильдимар. Терле Салдава Булавал, Пулсаиртник, Аларенди Александр Алексеевич, Чон Малданахвал, Аялда биринчак кондыргенже бушланатте кундажице пиде хайырланзагайт менжендесесен салдавизем пиде нумай болна. Анжакта шак пулым хыщен падембек ергене картме булдарна. Теленмеледе палах шагымбек хаяр жабы жүзінче евар ябала урла анжакта выл вахытвали выл ергелі болны десе балардащи деп чевшезем. Паяны бір күнате бір хучен етлесі білдемір сиренбе белдер болдым эфирдаде предель бұл ченчебер. Спасибо. Таван Осхагал. Таван Осхагал.